Абзирашәымыз ҳтелехәаԥшцәа, абар мчыбжьык ҳзынхеит Аԥсны ахада иалхра амш аҟынӡа. Иаҳхысыз мызкы иалагӡаны Аԥснытәи амассатә информациатә хархәагақәа алхыҩцәа ишәыдыргалеит Аԥсны ахадарахьы акандидатцәеи урҭ рхаҭыԥуаҩцәеи ирызку аинформациа рацәаны. Уахатәи ҳдырраҭараҿы раԥхьаӡа акәны ҳастудиаҿы иҟоуп Аԥсны ахадарахьы акандидатцәа зегьы. Мираб Кишмария, Леонид Дзапшба, Рауль Хаджимба, Аслан Бжения. Бзела шабит хашасхит. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня завершающий этап прямых эфиров на абхазском телевидении. Прямо сейчас в прямом эфире в теледебатах участвуют все кандидаты в президенты. Теледебаты – это форма, которая является новой для АГТРК и для абхазских политиков. Однако именно теледебаты соответствуют запросам массовой аудитории и говорят о политической зрелости. Поэтому я прошу помощи у наших кандидатов в президенты, чтобы сегодня провести передачу по соответствию жанра и достойно. Обменяться разными точками зрения, спорить, но при этом не нарушать этику дискуссии, никаких оскорблений личности. Я уверена, что кандидаты в президенты будут придерживаться правил политической культуры. Но я, как ведущая, должна была предупредить об этом. Спасибо. Артам шкурзы ехамзар халап зцаарака журналист шишерамтаз. Шдыркара зырги изхада Аԥсны ахадарахьы амҩа ус имариоуп. Иҳамоуп сааҭки бжаки аамҭа. Сынтәатәи алхра сара сгәаанагарала ҳара ҳбызшәа ареитинг акыр иханагалт. Абызшәадырыҩцәа ркомиссиа акандидатцәа руаӡәы аԥышәара данахырмыжь. Шәара шәгәаанагара еилыскаар сҭахын, ишԥашәыдышәкылеи иара уи ахҭыс, насгьы ҳтәыла ахада аԥсшәа бзиаӡаны идыруазар, абызшәа аҿиара дабанӡахәо. Иаҳа игәы азыбылуеит ҳәа ишәыԥхьаӡома? Изҭахыда азҵаараҭак аҟаҵара? Леонид Иоева, шәара ишәылаҳалагап. Иҭабуп лыбзиақәа ҳауаажәлар, Аԥсны иқәынхо алхыҩцәа, азҵаара даара ибзиоуп, ихадоуп. Аԥсны ахада иакәымкәан агьырҭ зегьы Аԥсны иқәынхо ауаажәлар, аԥсуаажәлар, аԥсуа бызшәа рдыруазароуп. Ари жәохәсқәса, ҩнызқьи жәохәсқәа алагамҭа ашықәсас ҳанҭало, убри инаркны ԥсышәала аизарақәа, амҩаԥгара, аиԥыларақәа зегьы абри ииашаны азакәан адкылоуп. Уи жәасқәса, жәохәсқәса аԥхьаа иҳадҳақлар акәын. Нас Аԥсны аҳәынҭқарра ахадарахь зхы зырхаз аԥсшәа ҷаҳа иҳәозароуп. Абри ЦИК алхатә акомиссиақәа иаԥырҵыз сара сақәшаҳаҭын, ҳавагылт зегьы. Амала абри ахәшьара ақәыргаларақәа убарҭ сара усҟангьы исҳәеит, уажәгьы исҳәоит, агьыс Аԥсны ахадарахь сақәшаҳаҭыми ахәшьарақәа рақәыргалара, егьырҭ акандидатцәа ргәы иаанаго иуеит. Ахәшьарақәа, ашколқәа, институтқәа, университетқәа ҳанырҭалаз иҳзықәдыргылон. Ара ахәшьара уи иашамзар ҟалап, агьыс аԥсшәа ҷаҳа уи иҳәозароуп. Ҳара убри уаанӡагьы ҳалагар акәын. Иаҳагьы абри алхрақәа цоижьҭеи мызк аҵыхәала, аԥсшәа бызшәала аҷҷаҳа ҳцәажәо ҳалагеит, агазеҭқәа ҳрыԥхьо, аиԥыларақәа рҿы ихабаагьы азҵаарақәа, ари ауаҩы ишьҭнахуа ҳбызшәа уи уаанӡагьы ааҳцар акәын иҭаркызшәа. Шәаргьы шәгәаанагара шәҳәар сҭахын, изалыршахома абызшәа, ҳхатәы бызшәаны зегьы зцәажәо хәыҷы инаркны ду иҟынӡа, насгьы аамҭас иақәуи убри? Иҟалозар, саргьы жәак сҳәарц сҭахуп, ҩажәак. Аиаша азыҳәан аҳәынҭқарра аконституциа излаҳәоз ала уи инақәыршәан аԥсуа бызшәа аҳәынҭқарра бызшәоуп ҳәа иԥхьаӡом. Уи нахыс абри аҩыза аԥышәарақәа рыҭира уи аҳәынҭқарра иара иашьагәыҭым. Избан акәзар аҳәынҭқаррахь ицо, дызусҭазаалакгьы ибзианы идыруазароуп ипҟатәы бызшәа, аҳәынҭқарра бызшәа,
Шәашәа зхәыц Урыстәыла аҳәынҭқарра дуӡӡа иалырхуа президент аурыс бызшәа иҭиуа уҩыза џьара ишәбартә иҟалозар. Уи иаанаго иахьа иҭагәҭажьуп ҳабызшәа. Уи иаанаго макьана арҿиара ус иҳагу рацәаӡоуп. Убри азыҳәан акәхап арҭ аԥышәарақәагь зымҩаԥааҳго, избан акәзар ҳабызшәа ҳацәыхҟьаны ҳаҟоуп акырӡаҩык. Иаҳҳәаӡом аҳәынҭқарра структураҟаҿы, иаҳҳәаӡом апарламент аҟны, иаҳҳәаӡом иара егьырҭ ҳаԥсҭазаара иҟоу абарҭ азҵаарақәа рҿы урҭ иара ҳабызшәа ҳхы иаҳархәаӡом. Иҿиартә азыҳәан иҟаҵатәу маҷӡам. Изоужьуп аԥхьатәи аҭагылазаашьа абарҭ иаԥаҳҵаз азакәан иҳадаҳкылаз ашьҭахь даараӡа имаҷуп иаҳҵаз. Финанс цхыраарла программақәа ишьақәыргылаз аусуртә еиԥш иаҳамӡаӡеит. Иахьа ажәохәтәи ашықәс анааилак, џьоук ус иацәшәо иалагеит, уара абри абызшәа мҳәакәан џьара структурак ахь узымнеиуа ҟалар ҳәан. Ҳарҭ аԥсуаа уи ҳацәымшәар акәын. Ҳацәымшәартә еиԥш ҳхы ааҳҵароуп. Ҳабызшәа ҳдыруан ҳаныҟала иарбанзаалакгьы аструктураҿы аусуртә еиԥш ухаауҵароуп. Егьырҭ амилаҭқәа рзыҳәан акәзар, егьырҭ амилаҭқәа ирҵартә еиԥш аҭагылазаашьа раҳҭароуп. Ҳарҭ ҳаԥсуа аҳәынҭқарран ҳаныҟала. Ԥсуа бызшәа ҳцәажәартә еиԥш аԥсуа бызшәа аусуртә еиԥш иҟаҳҵароуп. Мира Борис-иԥа, ҩнызқьи жәохә шықәсазы иара аԥсуа бызшәа азакәан аусура иалагароуп. Ҳара ҳазхиоума убри азакәан? Илазкааит азҵаара ҭабуп, азҵаара ахьсыбҭаз иашаҵәҟьаны ара ишышәҳәаз еиԥш Аԥсынтәыла ахада идыруазар аԥсуа бызшәа. Ԥсуа ҵасла дхәыцуазароуп, ԥсуа ҵасла игәыӷуазароуп, ԥсуа ҵасла Аԥсынтәыла дадгылазароуп, ԥсуа ҵасла ихьчатәуп, ԥсуа ҵасла ауаҩра аганахь ӷәаазароуп. Убри азыҳәан аԥсшәа идыруазароуп, аԥсшәа идырын игәыгьы ԥсуан, длахҿыхӡа данаала, ауаагьы пату иқәырҵоит ауаажәлар, лхыҵҩаагьы пату даараӡа иқәҵоит. Избанзар ибызшәа идыруан, ԥсуа ҵасла ибызшәа иҳәынҭқарра дахагылан аӷьараҳәа данаала, уаҳанасҭоуп. Ҩнызқьи жәохә шықәсазы уи иаалырҟьан абарҭ зегь ԥсышәала ицәажәап ҳәа иқәынхо Аԥсынтәыла уи зҵаара ӷәӷәоуп. Ара ишырҳәаз еиԥш уи иҭахуп аус адуулара. Ус адуулароуп, избанзар дызулаша аԥсуа бызшәа здыруада. Абри ауниверситет иалгақәагьы ирыхәҭоу, ишыхәҭоу еиԥш ақыҭақәа ирхьышьны ақыҭаҿы иӡуа иалагеит, избанзар ақыҭаҟнытәи ақалақь аауа ирцәыӡуа иалагеит, иаҳа ицәыԥхашьаха уажәы аҵыхәтәантәи аамҭазы ԥсышәала ицәажәоит. Сгәы иаанагоит ҩнызқьи жәохә шықәса ҳалагар, ҩышықәса хышықәса рыла даараӡа ирацәахоит ԥсышәала. Аҷҷаҳәа ирҳәо, ҳаигәырӷьо, ԥсуа ҵасла иааӡо, Аԥсынтәыла пату ақәырҵо, убас иаалап ҳәа сгәы иаанагоит, ииашоуп ҳәагьы сгәы иаанагоит убри азҵаара. Шәсықәшаҳаҭхозар акәхап, иҳараӡакгьы уи апроблема ахьыҟоу ақалақь аҿоуп. Ақалақь хәыҷқәа рҿоуп. Ишԥалагатәу, Аслан Гьаргиԥа, шәаргьы иацышәҵарц сҭахуп сара ари атема, хәыҷ баҳчақәа рҟынтәиума, уажәшьҭа дуцәа иззымдыруа ҿыц ҳашьҭрақәланы идҳарҵарц ҳалагоума, мамзаргьы хәыҷқәа, хәыҷ баҳча аҟынтәи уахьынтәи идҳарҵарц ҳалагоума, шәаргьы шәгәаанагара ацышәҵарц сҭахуп. Ҳәара аҭахума, адунеиаҟны сгәы иаанагоит иҟаӡам аҳәынҭқарра хадарахь сгәы иҭоуа сара, аԥышәа абызшәазы иахьа иҭаҳәа уи засмаҳац сара, ҳаҟын убри зыҟаз убри акәын, ҳбызшәа ашәарҭара иҭагылоуп, уи ауп абри зегь зызҟаз, абра аҵәаҷкәынцәа ибзианы иаҵшьны ирҳәеит, хымԥада азакәан иҳадаҳкылаз аума, апрограмма иҳамоу аума, нас еиҿкаан аҳәынҭқарифонд аԥсуа бызшәа рҿиаразы, урҭқәа иашан иҟаҵан, аха иҵегьы аҵатәу рацәоуп. Аиҳараӡак аҭаацәа рҿы ирҳәароуп аԥсуа бызшәа. Нас ашколқәа рахь ицаанӡа ашколқәа рҿы абаҳча, хәыҷ баҳчақәа рҿы убра аԥсуа бызшәа рҵароуп. Аԥсуа бызшәа уи зажәа сҳәоит сара урысшәоуп, аха абас исҳәар сҭахуп, убри мода ҳасаблагьы иҟазароуп. Аԥсуа бызшәа иахьа ихаҵгылатәуп, уи ада ԥсыхәа аӡам, убри аҟнытә иҵегьы аспециалистцәа ирызҵааны, аспециалистцәа ргәаанагара ҭыҵааны, убыс иҟоу аҭагылазаашьа ԥҵатәуп, иҵегьы аҭагылазаашьа еиӷьхарц азыҳәан ҳәа убыс агәаанагара сымоуп. Аҭаацәа ахәыҷ баҳчақәа рҿы, ашколқәа рҿы иеигатәуп ашәҟәқәа, ибзиаӡаны иаҳдыруеит аԥшьбатәи класс анеҩсан ахәбатәи инаркны ижәеизанӡа аԥсуа бызшәала
аҵара дырҵаӡом, убырҭқәагь ҟаҵатәуп, ари хымԥада ирацәаӡаны ацхыраара аҭахуп, аҳәынҭқар аҟынтәи аԥарагьы аҭахуп, абри зегьы азхәыцны ишәаны ираӡаны абас изнеип. Елкаауп. аԥсуа ашколқәа рыдагьы ҳара Аԥсны ҳнымхои, аҳабызшәа хадоми, убри зегьы аурыс ашколқәа ауп, аерман ашколқәа ауп, убарҭ рҿы асааҭқәа ыҟазароуп, убра аԥсуа рҵаҩцәа ирыхәҭоу алафахәы ҩышьҭыхны убарҭ иддырҵо аԥхьа инаргыло ахәыҷба ҳшьқәа рҿы ашколқәа рҿы нас агьырҭ еиуеиԥшым амилаҭ ҳаламхои, убарҭгьы ҳабызшәа рдыруазароуп, урҭгьы ирҵароуп. Нас уаҵәы ашьҭахь аамҭа анаалagь аус рзымуа, абызшәа ирзеилымкаауа апроблемақәа рацәахоит. Убри ус адылароуп. Ҳара уажә ҳаламгеи, жәохәҵәа аҵәца ҳанҭало ҳаламгои, убри ҳазҿлымҳаныз зегьы аҷҷа ҳцәажәо, нас даргьы убри иаарҳәны шәрыҟаԥши аурысқәа, аерманцәа аҩны унеир рбызшәалоуп изцәажәо, аерман школаҿы унеир дара рбызшәалоуп излацәажәо, уи аурокқәа ауп, акык ҩбак сааҭ. Знапха ҳара иҳҭахӡамоума иаанаго? Ну, ҳара иаҳҭахгәышьоуп, аха уи еизаҳаноуп изысҳәаз, жәасықәса, жәохәҵәа аԥхьа ҳалагар акәын убри. Сгәы иаахәоит ари азҵаараҿы акандидатцәа зегьы ргәаанагарақәа ахьеиқәшәо. Аҩбатәи азҵаара, убас традицианы ишьақәгылеит Аԥсны алхрақәа аныхо, акандидатцәа рхаҭарақәа иаҳа иацклаԥшуеит, урҭ иҳадыргало апрограммақәа раасҭа. Еилкаауп, уажәтәи алхрақәа аӡәгьы иҽазыҟаиҵомызт, аамҭагьы маҷны ишәыман, аха шәызқәыԥшуа апрограммақәа ҳрылацәажәар сҭахын. Ихианы шәнапы иакымзаргьы уеизгьы шәгәаанагара иааидкыланы изеиԥшрахои, мамзаргьы иаҳа мҩақәак шәзызхәыцуа, иаҳа ҳәынҭқар аԥсҭазаараҿы аиҭакрақәа ҳәа шәзызхәыцуа, иаҳа ихадароу ҳәа иалышәкаауа, убас ҳалацәажәо ҳдәықәлар сҭахын. Рауль Џьымкаиԥа. Иҟалозар, сызлацәажәарц исҭаху зегь раԥхьаӡа инаргылан, акыр шықәса ҳәынҭқарра изҭагылаз аҭагылазаашьа ҽеи ҳашкылнамгоз убартә иҟан. Убриоуп изыхҟьазгьы аҵыхәтәантәи абарҭ иԥсахтәуп, иаарласӡаны иԥсахтәуп иара ҳполитикатә ҭагылазаашьа асистема, избан акәзар уаанӡатәи асистема иҳамаз аӡәы мацара аҳәынҭқаррааны зегьы иӡбо, зегь рыла иара ишиҳәола аҳәынҭқарра аныҟәгара илшаӡом. Убри азыҳәан абарҭ амчрақәа рызегь иҟараны рыҟаҵара иахәҭоуп ҳәа изыԥхьаӡоит, зегь раԥхьаӡа инаргылан апарламент иаҭатәуп, иҵегь инеиҵыхны иара ишахәҭоу еиԥш аконституциа ирбаны азҵаарақәа дара уаҩҵас изықәныҟәаша. Агьырахь аԥыза-министр иалхра иазку, иара ишьақәыргылара иазку апрезидент ихьӡ иҳәозаргьы, апарламент ааны уаҩҵас ишьақәыргылан иара икономикатә программа уаҩҵас инҭҵааны иахәаԥшны конкурс ҳасабла даҽаӡәгьы иара иеиԥш издыруа аекономикатә ҭагылазаашьа ибзиаӡан инеиваргылан аӡәы иоума ҩыџьа роума, уаҩҵас абри апарламент аан инҭҵааны аӡәы иаҳа иреиӷьу далхны апарламент аан дшьақәыргылазарц азыҳәа. Уи ада иара аполитикатә система иахьа апозициа аҳәынҭқарреи амчрақәа реилыхара нҵәара роуӡом. Оппозиция, аҳәынҭқарра ишахәҭоу еиԥш аус аур апозициа, иара апозициа ишахәҭоу еиԥш иамазарц уаҩыза аҭагылазаашьа уаҵәы иара апозициа зыхьӡ рҳәо апарламент ааны ирыдыркылартә еиԥш, уи еиԥш иҟоуп аструктурақәа, абри азгәаҭаратә палата аиҳабы ихьӡ апозициа ианырҳәа, уаҩҵас апарламент ааны иацныҟәартә еиԥш, аҭагылазаашьа иҵегь инамыжәганы уаҩҵас аус адырулар, агәра згоит апозициа даҽакала аҭагылазаашьа шыҟало. Уи адагь иҟоуп аструктурақәа дара ираҳҭаша, дара уаҩҵас изыцныҟәаша. Уи ада уи аполитика ҭагылазаашьа ааны алхратә азакәанқәа иҳамоу иахьа даҽакала ирызныҟәатәуп. Уажә иҳамоу алхратә закәан уаҩҵас аҭагылазаашьа ҳанаҭаӡом. Иаҳбоит иахьа имҩаԥысуа апарламент алхрақәа раан, убри азыҳәан апартиақәа ус руртә еиԥш, уаҩҵас рхы аадырԥшыртә еиԥш, ҳпарламент ааны хыԥхьаӡарала даҽакала егьырҭ амилаҭқәагь алахәны иҟалартә еиԥш, иахьа аҭыԥантәи аструктурақәа уаҩҵас ус руртә еиԥш иҳамоу закәанқәа инарҭбаан иалагалатәуп иҵегьы еиҳау азҵаарақәа. Иахьа апрезидент ибзоураны
далаҳхуеит аҭыԥантәи аиҳабы. Аха ус акәу, иара ажәлар ирҭаху, ажәлар иаҳа ирыхәоит ҳәа ирыԥхьаӡо далхны аҳҵаратә еиԥш аҭагылазаашьа раҳамҭар, уи уаҳахьы ацҳаанхоит. Аекономика аганахь уалацәажәозар, иахьа акырӡа иара ҳҭагылазаашьа иунарбартә иҟоуп, рацәак хара ҳшзымцыз. Иахьа ҳара ҳхатәы џьабаала, ҳаԥхӡашала иааҳаркуа, ҳбюджет иҭаҳгало хмиллиардки нацны роуп иҟоу. Агьирахь иаҳауа рыззагьы ҳазхәыҿхәаауа есышықәса абжеиҳара ҩынтә-хынтә инацны Урыстәыла иҳанаҭоуп. Ус иахәҭоуп мацара. Ҳарҭ ҳара економика шьҭаҳхырц ҳҭахызар, иахәҭоуп иахьа иаарласӡаны иара абри аҭагылазаашьа аԥсахра иадгылатәуп хаҭала абизнес арҿиара, иадгылатәуп аинвестициақәа рҭагалара, уи азыҳәан иаԥҵатәуп азакәан ҿыцқәа, уи азыҳәан иаҭахуп азгәаҭаратә усқәа, уаҩҵас имҩаԥгазар. Аусуруртә еиԥш иахьа аструктурақәа, амчратә структурақәа, азакәан иахылаԥшуа, избан акәзар, акоррупциа ҳәа ҳазлацәажәо, ҵыхәаԥҵәамара амаӡамкәан иахьа уажәраанӡа ҳҳәынҭқарра ацҭашәаауеит. Абарҭ азҵаарақәа рыла ҳалагар, агәра згоит даҽакала ҳекономикагьы ҳаԥсҭазаарагьы даҽакала амҩаԥысра ишалаго. Аслан Георгиевич, шәара иҟоума шәзықәшаҳаҭым, мамзаргьы шәзықәшаҳаҭым? Хымԥада ҳара ҳусқәа ҳҳәынҭқарра, аекономика иадҳәало аганахьалоума, аполитикатә аганахьалама, аиҭакрақәа ҳҭахуп. Уи ада ԥсыхәа аӡам, сара усызҵаауазар ус агәаанагара сымоуп, абарҭ аиҭакрақәа иаҳҭаху даара ирызхәыцтәуп, ҳмыццакӡакәа, иахьынӡаҭаху аспециалистцәа ирацәажәаны, ҳара иҳамоуп апарламент анио адепутатцәа ргәаанагара дырны, егьырҭ аполитикатә партиақәа Аԥсны иҟоу убырҭ ргәаанагара дырны, ҳмыццакӡакәа, абри иаҟаҳҵараны аусқәа зегьы сара убыс агәаанагара сымоуп, шьаҿа-шьаҿала ҳазхәыцны иаҳԥырхагамхартә ҳәа убыс иҟаҵатәуп ҳәа. Уи аекономика аганахь иҟаҵатәуп, аполитика аганахьалагьы иҟаҵатәуп, абарҭ аҳәынҭқармчқәа иҳамоу иаҳҳәап, аминистр реилазаара аҿы ауаҩы аусура даналагоума, уи апарламент иҳамчҳамазароуп, аҳәынҭқарра ахада иҟынтә убрахь хәыҷык амчқәа иагазар иашоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Сара усызҵаауазар, аҭыӡҭаарақәа иҵегьы иҭҵаатәуп ибзианы. Аиуристцәа ус руроуп, аспециалистцәа ус руроуп, избан акәзар агха аҵара азин ҳамаӡам. Аусура зҵаара ҳасабла, Аслан аҩыза, иахьа угәы иаанагома абри иаарласны абри амҩа ҳақәымлар, ҳаԥсҭазаара даҽакала аиҭакрақәа роуп ҳәан имамзар уаҳа ацҳаанхо, уаанӡа иҟаз аиҳабыра ҳҳәынҭқарра иахагылаз, жәашықәса раԥхьа дара зегьы раԥхьаӡа иргыланы иалацәажәон абри асистема аԥсахра аҭахуп ҳәа. Нас иҳахьи, уи нахыс иҟалеи, изамуеи уаҩыза аҭагылазаашьа аԥсахра? Уи уаанӡа иалацәажәон жәашықәса раԥхьа изалымҵыз азҵаара иҟазар акәхап амзызқәа, сара ус агәаанагара сымоуп. Нас алхрақәа ныҟоу ус ԥҵоуп, усоуп ишыҟоу, агәаанагарақәа рымоуп, иҟаҳҵоит, инаҳагӡоит ҳәа нас ирԥырхагоу амзызқәа. Аҟәарҭ ҳааннакылозар? Акәхап, уигьы ҳанааннакыло ауп. Сара иаҵшьны исҳәарц исҭаху акоуп, ҳара иҟаҳҵазаалакгьы ахаҭан, ахшыҩ аҭан, адыр аҭан иҟаҵатәуп. Убри ауп сара иҷыда ҳәа исыԥхьаӡо, убри зазнеишьа иашоуп ҳәа исыԥхьаӡо. Егьирахь аиҭакрақәа хымԥада иаҳҭахуп. Нас иаҳхашҭыргьы сҭахӡам, ҳара ҩажәашықәса рышьҭахь, ҩажәашықәса ҵуеит, аблокада ҩнызқьы башықәса рзоуп ҳара ҳанҭыҵыз. Ҳаназхарҵазгьы фышықәса роуп иҵуа, абарҭ ашықәса рҩныҵҟала иашазы иҟаҵогьы ыҟоуп, аха иҟаҵатәу иҵегьы иаҳауп. Нас ҳара кыршықәса зхыҵуа аполитикатә традициақәа ҳамаӡам, урҭ аԥҵатәуп. Иахьа апозициа анаконструктив ганахьала ицәажәауаа роума, урҭ иахьа атрадициақәа ԥызҵароума, абарҭ ҳамазароуп. Уи иахьа иҳамаӡам. Нас убри ауп изызку иҵегьы иҳамоу проблемақәа ԥыҭқәа, убыс агәаанагара сымоуп. Ари зегьы аамҭа аҭахуп, ари зегьы азнеира аҭахуп, хымԥада пату еиқәҵаны ҳмыццакыкәа ҳахәаԥшыроуп егьырҭ аҳәынҭқаррақәа аус шеиҿкаау. Ҳара иҳаиԥшу аҳәынҭқаррақәа ыҟоуп, ақәҿиарақәа змоу ыҟоуп, убырҭ ирыҿҵаатәу рацәоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Илкаауп шәгәаанагара, Аслан Георгиевич. Мира Борисовна, шәаргьы шәалацәажәар сҭахуп абри аиҭакрақәа, абри шәҳазлацәажәоз атема. Ҳарада аиҭакра аҭахуп, ираҳәаз еилыскааит. Ԥсытәыла даараӡа
Хнакаква зрацәоуп. Иахьа изаҭаху аиҭакра избанзар убри аамҭа ааит, еивҩашықәса иҳаны аибашьынтәреижьҭеи аиҭакра ҳәа иааз уалаҭанхала ауаажәлар раҳҭо, уалаҭанхала наантәи рҳәазаны иаагара аҭыԥқәа раҳҭо аилкаара рымамкәа изыԥсоу Аԥсынтәыла рзеилымкаауа иалахәмарны аҭыԥ зықәқәаз рацәоуп. Иахьа ауаҩы идыруазароуп Аԥсынтәыла зыԥсо шьала ишыҟоубо аџьабаа шадбалатәу. Иалсхрыҳәа ажәа бзиақәа ҳәаны уҭыԥаҿ улатәаны уи агьаанагоз гәыкалазар. Иҩнызқь аабашықәса рзы иалахәыз ирдыруеит, ишааз ирдыруеит, хымшык шаазгьы ҳдыруеит ҳәа сиздыруеит ибзиа. Иара политикатә система аԥсахрақәа? Аԥсахра уи аполитикс убранӡагь снеиуеит сара. Иҩнызқь аабашықәса рзы ахьыԥшымра шаауаз ара иалахәыз рацәоуп. Џьабаа дызбалазгьо ҳанхандаз, ҳанҵәандаз ҳауҟан ҳшааз. Зыла иабаз, ишааз, уаанӡа ҳшааз уи ҳдыруеит. Ҳанацәа изҿыз, ҳаҳәшьцәа зҿыз рыбӷа мандаринақәа ықәцан, арасақәа ықәцан, аҳәааҿы иеиган. Уи ахымсыз, уи алацәажәара цәгьо. Убри удыруазароуп. Иԥшӡан ҳәаны ԥыхьааз узеилымкаакәа абри зегь сырҽеиуеит уи баша. Аԥхьаӡа са сгәы иаанагоз ҳҽеидаҳкылароуп. Уалаҭанхала акәымкәа уахькылсыз узымдыр ҭыԥыман, ушанханы урыхәаԥшуа изы-ус узалхыз. Уҭаацәа ирхыргазароуп, агьи Аԥсынтәыла бзиа убозароуп. Аԥхьатәи амш инаркны абра Аԥсынтәыла уқәынханы, аӷьараҳәа аџьмацәа рывагыланы, ирхыргаз еилкааны, дзусҭа еилкааны, аҵара змоу дудыруаны, урдыруаны, убри шахәҭоуеиԥш дахаргыланы, азакәанқәа рганахьала ус руны, ахьчара аганахьала ус руны, хаҵаҵас, шьала икәаба абираҟ, уавагыланы, уаҵагыланы агьырԥ, убыс аниулшоит убри зегьы ааҵыр. Сара зҵаарак сымоуп, абра агьырҭ акандидатцәа ирҳәеит Аԥсны ахада иҭак ԥхықәра инапынҵақәа иаҳа ирмаҷны апарламент аҭаразы. Шәара шәгәы иаанагои? Илыскааит, са уи еилкаауп, убри са ҽазнык исҳәоит, уи изҳәо абра џьумка ипоем агьырҭ рома, уи бзиа ирдыруеит, аибашьра ааз. Арӡынба Владислав Григори-иԥа ианаамҭаз ишахәҭаз азакәанқәа бзиақәа идикылеит. Ҳаиқәирхеит, иашаӡами, ҳхашҭра ҳамамзароуп, иџьабаа цәгьан, ианаҭахыз, ишаҭахыз, аӷьараҳәа, аибашьра шаазгьы, економикагьы амла ҳаимыркӡакәа, ҳара Тҟәарчал ҳшаазгьы, ҳалшас ааҳцеит ҳарганахьала, ибдыруеит ҭабуп Гәдоуҭ арганахьала, ҳауаажәларгьы рыдкыланагьы, амла ҳадмыркӡеит. Ишаҭахыз ауаажәлар иԥырқәаз абри идыруеит бзиан амрагылара афронт ахь ишнаргоз, Рауль Џьумка-иԥа бзиан игәалашәоит, Леон ибзиан игәалашәоит ишәышьҭқәоз, абџьар инаркны егьи зегьы. Убыс ани аамҭа зегьы аибашьра наҩсгьы ирҳәо саҳауеит, убыс ани иара Арӡынба данааз иааз шәымбаӡоз ҳәа, иуашәасҳәап. Арӡынба данааз аамҭа амлакреи, ахеилагареи, абри зегьы еилырганы, абри зегьы ҟаҵаны, еиҭагьы амла ҳамкӡакәа иахьанӡа ҳахьааиз ҭабуп ҳәара иаанхаз уажә. Уи ашьҭа Сергеи Васили-иԥа идыруеит бзиан. Са ахԥатәи егьааимҵыц сҳәом, аха ивагылақәаз саргьы сахьивагылаз зегьы агхақәа иҳамаз ала иаалацәкуан. Убри ауаажәлар еидкылатәуп, апрезидент имазароуп амч. Амч аха анишо акәымкәа, са соуп ара ҳақәқьышә иахан ԥыҭҩык, макьана ҳалармхӡац ҳашныҟәо еиԥш акәымкәа, уаазароуп ауаажәлар. Ауаажәлар иҳәозароуп ҳапрезидент ҳәа. Уара иуҳәозароуп ҳауаажәлар. Угәы цқьазароуп Аԥсынтәыла ҿаԥхьа. Аекономика ишьҭыҵуеит, азакәанқәагьы ҟалоит, аӷьараҳәа, агьи акоррупциа ҳәа шәизыӡырҩ. Са абра ҳаԥшьык ҳтәоуп. Акоррупциа ҳа ҳакәӡами иалагаз ԥарала ауаа ахәо, ҳазшқәо агьи ауаажәлар ирымбо џьышәшьом. Ԥарала ауаа ахәан, аҭыԥ ахь ианыҩуеит, уи президентхон. Аха са абри арҵаҩыс зҵаарак сҭахуп. Главнокомандующий абри Арӡынба дшааз Сергеи Васильевич егьи иузаахәару ауаажәлар абри амчқәа рганахьала, убри са сҵаар сҭахуп, иузаахәац. Аамҭала иаухәар ҟалоит, аха агәыӷ умазароуп, ус сгәы иаанагоит. Ара апрезидентракоуп, аха ара главкомоуп, ара амчқәоуп. Уи атема иҵегьы ҳазыгьежьуеит уажәазы. Ҳазыгьежьуеит, аха са убри зхысҳәогьы, убри изылшо, са уи акоррупциагьы бҳәон, уаанӡагьы ара шәалацәажәоит. Акоррупциа ҳа ҳалагахьеит. Ҳаҳоуп ауаа идзырҵо ԥарала ҳшо. Ԥарала уи акоррупциа уажәнатә ҳалагаз сизыздырам, уи са Аԥсынтәыла шьала икәаба ԥарала иалхны
ауаажәлар идипатуқәцаны егьи сара ҽазык ишәасҳәоит, ара ԥыҭҩык издыруа макьана аиқәаҵәа шәуп ауаажәлар. Шәхаҵкы ссааит, абри аатәы зегь ҳаԥшьып, ҳара ауаажәлар рымаҵ ҳурц ҳҭахызар, абри ҳахәаԥшып. Ахәыҷқәа абна жәохә шықәса, жәаф шықәса зхыҵуа рпамиатникқәа бзиа ижәбоит, ашәқәа нашьҭаҳҵо хәыҷык ҳалақәа ааҳартыроуп. Илкау, Мира Борисовна Илскайт, Лендюри, Паширашугана, Гарах Махадзаца, Бре политика система Чайта Кракорела Гара, нас Гияра, Апсна Ахада и на Панцаква Абжакаимхна, а парламентатора Ширашугана Гара. Ну, ара, я жас срахиште, хазхос хажбот, Абрам Мира Борисович Ипа Далагит, Ахара Сергей Бринас Сарстахупа Зара, Абрешур Вазепш. أري رأس سراقيش تهمة كايجك يحمل بود أري أبشي بيالخر كرو أري وشتيزر خزرو سررا أصلا بجاني يحزقي سحوة أخا أرا ويري قوانا قرو أرا أبرت هيمة كايجك وحي قمردا أبري تسخف سرا مزرو يخبي حال خركوا حز خصو تقول زعشي حوار حرش سرو أكتا كرجا أكلك كرجا حنين يحو زقي عرض رجوز فتراز وبردوياو وبرده وبريزاحنا ويمت سرزجك أبص عند كرد نخجونا ويحاز خص خو واخع جيجي حمزو وبريزاحن يمشركه على خرحرة أن سروباسي سحود حرا يايرة عرض حقرقنا حني وبرت بسخدو عبخي درجونا عبخي شجكو وبريزاكو إزبانا بزر وشتا هاي الأخرى أني أراد دقون أجي أراد قون يجلس سراخيش تلاقي تسحب أبري وشتا حالقرب ديبوتات شيء يجي جوخ يكحمو правительство кабинет министра что министр Резала убарт Рилазара убраги варачо убарт израхтоевш конституция абсахна законку абсахна хаму هري أبخش جكوا راكن يقزرب وبري عرفلر يدروزرب وبري عرفلر الجوم حزرب عس وشتا بخاتاش حمد الناس حرا كانديدات شا حقنا كتكرجا ريون كرج مسكتوخلا هاي بلا كرشو وبرا حقنا حو بري بخيرغون يحو الناس هري حرا حقنا واحر شرو هري وترينيوا ايل كابينет министр يالو до премьер-министрума أبوزا министр يوما министр تروما وبارتكي الكونكورس حساب راول جمكي فازي حزف وبارتكي نوكونا كانديدات ضغمي ويعتبها نذكر استخو نكون يوارلر يبرنامج راحنا أبخات سو أبخا يبيتو راحنا ناس وبري دقاتنا وبس حمصار وبس يبصنا بخا حمصار حرا تقول ذا شاب سخزم يخا مراب بريش يزيح حزيبش عبراس الجو بس ساق شعته بيزعن صخر خنيزحها أخا بس آخرك كاك نبود أورسي عشا أس آخرك عم يبقنو إياشنا راول جمكش يحز قصعون إياش مريخا داري وديو تقول ذاشة وبرجع يقدر يدروز احتخوب حرقية حبود إياش مشق ويشرسو يابسختو رسو وبريزاهن عرضر الخرة دروبا زينزمو وبري ناس الخرة كرام مشتخ أبرت زيكس بسختو أقروش سرقوت ويشتا واحد أساشي حمد زي ما بخير ناس أبري يش حاجة صار أبري بسنا خدا إنا بنتقوا هاي يلقاو أبري حرحال خيوتشو زجي أبس في رصدر زمزحن يلقاو بورتجيش بجرا حارب شو قانا جرا حارب بزحنا أورس بزشلقي أورس بزشخ حيس بزيوب وحزق شازو برتس حارب أخا ويحزق شازو Вопрос безопасности, работа силовых структур. Вот все кандидаты в президенты – это генералы. Поэтому вопрос безопасности, можно сказать, родная стихия. Наверное, надо начинать наводить порядок с работы правоохранительных органов. За 20 послевоенных лет мы настолько устали от преступлений, что уже с трудом верится, что сможем жить под защитой закона, что наша милиция справится с криминалом. Это возможно, и как это сделать? Если вы мне позволите, начну я. Что касается вопросов, как раз-таки связанных с тем, как должна работать правоохранительная система, что нужно сделать. В первую очередь, нужно создать условия для того, чтобы правоохранительная система работала.
то есть социальную основу для того, чтобы эти люди, от которых мы требуем соблюдения соответствующих условий работы, они в первую очередь должны быть сами защищены. Что в настоящее время происходит? У нас фактически заработная плата не соответствует тому положению дел, которое есть, к сожалению, в нашей стране. Вопросы, связанные с законодательной базой, они требуют соответствующих подходов. Мы говорим о том, что те условия, которые имеются на сегодняшний день, не в полной мере реализуют возможности правоохранительных структур. Те финансовые возможности, которые были предоставлены российской стороной, сегодня скрывать-то нечего. Вся система правоохранительных органов находится на обеспечении российского бюджета. И Россия, те возможности, которые предоставили, позволяют нам еще говорить о какой-то качественной работе. Но при этом мы умудрились, и это не секрет, мы открыто об этом говорим, часть средств, которые предназначались для органов МВД, каким-то образом стали утекать в последние годы в другие направления деятельности нашего государства. Это имело место. Точно так же, как и имеют место другие нарушения. И если мы обманываем саму правоохранительную систему, то правоохранительная система не будет эффективно работать на то, чтобы защищать интересы нашего государства. Сложная ситуация складывается в борьбе с теми же наркотиками. Вопросы, которые достаточно резонансным образом сказываются на нашем обществе. И для этого нужен совершенно радикальный подход. Нужно минимизировать определенные вопросы штатного расписания. Сегодня многие вопросы, которые требуют совершенно радикальных подходов. Повышая качественный уровень заработной платы, нужно думать, а сколько нам вообще по расписанию нужно этих людей? Какое количество необходимо для того, чтобы закрыть те или иные проблемы, которые сегодня есть в нашем государстве? Не все, к сожалению, этого пока еще мы добились. И не сомневаюсь, что при правильном подходе, при соблюдении тех законов, которые мы сами принимаем, система, конечно, будет работать. И нужно решать вопросы привода людей, специалистов. А у нас на сегодняшний день, конечно, достаточно еще проблемным остается наличие хороших специалистов. Часто мы говорим о том, что нужно приглашать извне наших ребят, которые остались за пределами Абхазии, выучились там, но сюда не приезжают. Для того, чтобы они приехали, нужна опять социальная основа. Для того, чтобы эти люди работали бы здесь. Нужны соответствующие возможности предоставления жилья нашим работникам правоохранительных структур, для того, чтобы они об этом не думали, чтобы качество их работ совершенно было бы другим. Поэтому много вопросов, которые требуют совершенно другого подхода. Я думаю, что мои коллеги добавят, как уже непосредственно занимающиеся этими работами до сих пор, и не сомневаюсь, что тот, кто придет в качестве президента, должен в первую очередь поставить вопрос о наведении соответствующего порядка в системе правоохранительных органов. И эта задача достаточно серьезная. Аслан Георгиевич, я чувствую, вы хотите продолжить. Согласен во многом с предыдущим оратором. На самом деле, такие меры, о которых говорил Рауль Джумкович, необходимо предпринять. Я бы добавил следующее. Опять-таки, нам необходимо поставить деятельность правоохранительных органов под общественный контроль. Такие механизмы созданы и работают во многих государствах. Нам необходимо изменить в некотором смысле уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Правильно было сказано о том, что необходимо повысить уровень материально-технического обеспечения сотрудников правоохранительных органов. И вообще мы должны создать условия, при которых это станет престижной профессией. Необходимо оптимизировать оргштатное расписание. Необходимо провести судебную реформу. Комплекс таких мер, на мой взгляд, позволит в ближайшее время изменить ситуацию в лучшую сторону. Но я против радикальных мер. Все это нужно делать очень выверенно, продуманно. И еще одна мера, которая должна быть принята, она работает, на мой взгляд, неплохо в рамках службы безопасности, Министерства обороны. Мы приглашали специалистов из России. Но я могу сказать по моему ведомству, это было очень серьезное подспорье, это были подготовленные офицеры, и они приносили свой существенный, очень положительный вклад в работу правоохранительных органов. В некоторых случаях нам придется пользоваться такой практикой, мне так представляется.
Леонид Юрьевич, прямой вопрос к вам, потому что вы работали министром внутренних дел, вам эта тема очень хорошо знакома. Вы можете оппонировать нашим кандидатам или все-таки поддержите? Спасибо. Но говоря о безопасности в целом в стране, безопасность в стране обеспечивает не только МВД, сотрудники Министерства внутренних дел, но весь силовой блок. Весь силовой блок Министерства обороны, Служба государственной безопасности, МВД, СГБ, они должны все в комплексе работать, чтобы обеспечить безопасность в целом в стране. Для этого мы на должный уровень должны поднять, да, я согласен, просто продолжаю разговор, поднять на должный уровень. Государство, если хочет быть крепким, стабильным, и чтобы в стране не было много вопросов, претензий к руководству от народа. Народ должен быть защищен. Народ должен чувствовать себя защищенным в любых местах, в селах, городах, районах, на улице, на трассе. Поэтому весь силовой блок, им надо дать все, обеспечить, одеть, обуть, заработная плата, все необходимое для исполнения своих обязанностей, поставив задачу и контроль. Нам не забывать, что они должны исполнять, естественно, да, все, и проконтролировать, и дальше идти, ставя задачу. Но не это главное. Второе, что хотел сказать, нам не надо бороться с преступностью, нам надо профилактировать преступления. Вот об общественном контроле я согласен. Есть всевозможные ситуационные центры, безопасный город, безопасный район, безопасная трасса. Нет такой необходимости. У нас функционируют от ПСО до ИНГУР посты. Если по линии МВД говорит, по линии ГАИ, то там 1-2 человека, сотрудников присутствует, больше не обязательно. Все это на мониторах видно в дневное время во всех городах и районах, о безопасном городе, уже сказал. За этим должны следить общественный контроль, авторитетных, знающих, уважаемые люди. А в ночное время просто должны обеспечивать патрульно-постовая служба, ГАИ, присутствие во всех населенных пунктах. Если это в мою бытность делалось, тот же личный состав. Тоже просто воля руководства должно быть. Есть у них руководители. Поэтому, когда и также, кто несет службу на границах, кто оберегает наши рубежи, тогда всем задача должна быть конкретно поставлена, ну и социальный пакет. Это силовой блок, это основа государства. Остальное все оттуда, и экономика, и все пойдет в рост. Когда люди чувствуют себя защищенными, люди должны быть спокойно, ложиться спать, выезжая, общаясь, не думая о своих близких родных. Это самое главное. Ну и дальше, раньше же было, вот отменили весь социальный пакет. Знаете, люди, да, они исполняют, да, они по острее ножа ходят, а вдруг, не дай Бог, чтобы они все целые и невредимы были. А семьи кто потом защитит? Раньше же было, все это отменено. Надо вернуть. Человек, семья должна знать. И сам сотрудник, вы считаете, любой системы не защищены? Не защищены. Все эти льготы отменены. Он должен знать, и семья должна знать, в случае чего... что его семья на полном государственном обеспечении. Вот в комплексе всех вещей, что мы сказали, подняв на должный уровень, ставя задачу, контролируя, естественно, заработная плата должна быть высокой, не меньше 30 тысяч. Слава Богу, Рауль Дюмкович здесь говорит, знаете, в мою бытность 329 миллионов поступало, да? Мы на 630 должны были уйти. А каждая копейка, вы знаете, это в правительство поступает. 1000 рублей, чтобы выписать, надо писать всевозможные письма на имя премьер-министра, и куда эти деньги направляются. Некоторые, вот я почему подробно рассказываю, вот на встречах говорят, а как вот деньги мимо вас ушли? Деньги поступают в правительство, Минфин. Они уже по заявке выдают на заработную плату, на обеспечение и так далее, и так далее. Не хочу загружать. Но эти деньги, и были случаи, вот при мне были подняты заработная плата от 8 до 12 тысяч. Вот мы начали поднимать, я ушел, резко многие моменты были урезаны. Опять люди остались у разбитого корыта, на старые должностные оклады сели. Ну так нельзя. Вы считаете, что деньги должны идти прямо в МВД? Нет, там я не бюджетом. Да, бюджетом предусмотрено, понимаете, 329 миллионов, еще раз повторяю, поступают целевые деньги из Российской Федерации. И также на Министерство обороны, на СГБ суммы знаю, но вы понимаете, вместо того, чтобы эти напрямую направлять
на обеспечение, Я поняла на вас. материально-техническое обеспечение, на заработную плату, еще добавив из бюджета, наоборот, надо поднимать. А те целевые деньги, которые поступают, еще в сторону уводят. Я поняла вас. Мираб Борисович, возможно ли вообще искоренить у нас в стране преступность, несмотря вот на небольшую численность нашего населения? Неужели так трудно держать под контролем преступников? Знаете что, давайте мы начнем с того, те сотрудники, которые служат сегодня в МВД, эти люди, прошедшие в основном войну. Люди, те, которые действительно сегодня в строю и находятся, будем говорить так, на идее. Как говорит здесь Леонид Юрьевич, конечно, зарплату надо поднять, конечно, надо навести жесткий порядок в Абхазии, как бы это ни было, потому что людям надоело это. Как бы мы экономику не подняли, как бы мы что бы ни сделали, если не будет жесткого порядка, понимаете, это, я думаю, что народ как-то по-другому себя поведет. То, что надо, знаете, вот полностью искоренить эту преступность, это нигде в мире еще не было, как бы никто бы не занимался. Но, как говорит Леонид Юрьевич, надо проводить профилактику такую, и сотрудники должны быть заинтересованы в этом, потому что, понимаете, все зависит от руководителя. То, что говорят Министерство обороны предназначено для того, чтобы внутри наводить порядок. Хотя некоторые так думают и сегодня, потому что даже 27 мая то, что случилось, чуть ли не Мираб Кишмаря виноват министр обороны. Виноваты те спецслужбы, которые там должны были находиться. И Мираб Кишмаря находился с народом, он все свидетели, а кое-кто под пальмой стоял и докладывал кому-то, вместо того, чтобы народом стоять и разъяснять. Не Мираб Кишмаря провоцировал, мы сами спровоцировали своими действиями. Спецслужбы должны были это дело предотвратить, оставляя сотрудников от них. И, знаете, я смотрел их вид, жалкий вид, вот вы помните, в каком состоянии они были. А те спецслужбы, которые должны были это предотвратить, привели к тому, потому что сотрудники упали духом, оскорбили в некоторых вопросах. Был бы руководитель спецслужб и других служб, как мужик вышел бы, это другой вопрос. Поняли бы сотрудники? Ну, беззащитные они остались, я там находился. Я не говорю за всех. Лолова там было, и другие, и это, но я в этот момент разочаровался в некоторых руководителях. Знаете, что вот винить можно кого, Кишмарю там, и сегодня, те вопросы, которые поднимаются, вы знаете, товарищи спецслужбы. Министр обороны отвечает за, насколько я знаю, вы были уже министром обороны, проходили это, в то тяжелое время, помните, да? Кое-кто не знает, но я знаю, когда вы были. За внешний враг, правильно? И при стихийных бедствиях внутри. Никакого отношения, беспорядкам. Да, и на моем авторитете спецслужбы за мной не надо следить. За мной строго проследили, начиная с Афганистана, я чисто где-то. И знаете, что вот я не хотел бы сейчас этот вопрос поднимать. У нас получается, вместо того, чтобы следить за кем-то, что-то получается за оппозицией следить. Оппозиция требовала, что справедливость сделать. Надо выходить к оппозиции, изучить их, что они, враги народа. Там же вот Славой Кучбери, тоже командиром батальона, который меня, что он враг народа, что непонятно. Что не понял, а некоторые, которые министры были, что, ну и сейчас они, кстати, хотя говорят, свергнули власть. Да никто ничего не свергнул. Просто они на рабочих местах не находятся, а находятся на одном из штабов и занимаются черт его знает чем. Это тоже мы прекрасно видим. Мы должны в дальнейшем правоохранительные налоги, спецслужбы, которые у нас в Абхазии, и поднять и зарплату, и обращение, и льготы, то, что Леонид Юрьевич ты говоришь, вот, наоборот, надо увеличить во всем. И достойных, преданных своей родине, а не те, которые проживают в Москве и приходят здесь наводить порядок. Такие нам не нужны, я имею в виду наших граждан. А то, что вы говорите, что в СГБ только российские специалисты, вы ошибаетесь, дорогой мой. У меня, Министерство обороны, когда он был, у нас погибли офицеры. И погибли такие хорошие офицеры, понимаете, кадровые офицеры. Мы их помним хорошо. Что-то из ваших я особо таких не видел, там, чтобы это. Я знаю, я не хочу лезть, я извиняюсь, что я лезу в это. Это у вас другая служба. Но, понимаете, Министерство обороны, все операции, которые, как положено, провели, начиная с войны, совместно, конечно, с силовыми семьями. Но, знаете, у нас хорошие специалисты сегодня. И сегодня они и в строю, они и не видны. У нас с Министерства обороны Российской Федерации
Мы в хорошем контакте. Я понимаю, там некоторые службы вы спорите, горовые, но это не значит, что здесь они ничем не занимаются. Мы не афишируем некоторые вопросы. Никто, по-моему, не сомневается, что хорошие специалисты есть да, в Министерстве обороны. Есть сегодня, Вопрос да, нет, дайте я другой. скажу, потому что, знаете, вот в любом случае, как бы что ни было, это мы должны навести жесткий порядок. Но кто наведет эти жесткий порядок? Это пускай народ. Тот президент, которого изберет народ. Я договорю Конечно. насчет наркотиков. Да? Это беда нашего общества. Мы должны бороться в первую очередь, кто завозит. Мы в состоянии это закрыть, завоз. Разбираться с распространителями. Тоже в состоянии мы это сделать. Мы это уже делали. А вот те, которые люди поражены этой болезнью, это несчастные люди. Их надо... Откуда завозят? Откуда завозят? Со всех сторон. Ну и понятно. А чьи службы там стоят? Псов, чьи службы стоят? Они вы правильно говорите. Вы понимаете, во время войны столько не погибло, как от наркотики, от дорожной происшествия. Понимаете? Вот потому что они под этим делом. Откуда они проходят? Вы бывший министр. По-моему, все 20 лет они проходят. Проходят через ПСО, да, так будем говорить? Столько служб вот там стоят. Для чего они стоят? Что, Россия на Абхазию нападает? Я тогда коротко. Есть там специально. А вот туда бы вот как бы поставить. Я извиняюсь, что я прерываю. Вы понимаете, вот когда говорят вот о порядке и других, слушайте сюда. Мы говорим о гальских, те, которые имеют грузинские паспорта. А то, что мы имеем здесь внутри Абхазии некоторых таких лиц с грузинскими паспортами, что-то никто не наблюдает. Да. За ними кто-то что-то не следит. Кстати, очень, мне кажется, я не уважаем себя, важная. как вы знаете, это что? Это что, я неправильно где-то что-то? Есть такие люди. У нас столько промахов. Давайте мы насчет силового блока надо пересмотреть. Но опять же, главком, будем так говорить, которым всеми этими словами, это надо силу воли иметь. Я прошел, мне было 30 лет, вот Рауль Джунгович не даст соврать, когда меня пацаном перетащили туда, и когда я столкнулся, хотя я кадровый офицер, который в Афгане руководил батальоном, и действительно, но это тяжеловато с народом, и когда что, знаете, слава Богу, нашлись и помощники, и зами, там не говорю, что все, там были такие командиры, как Надар Кокубал, Лаврик Мигвабия, Вова Анва, другие, которые не дали, Заза Зантари, Царство Небесное, Славик Кучеберия, которые не дали мне духом упасть, Да, Мираб Борисович, я могу подтвердить, потому что я была в Кварчеле во время войны. Вот я все понимаю. Просто я понимаю, что здесь 4 генерала. Ты была в Кварчеле, а кое-кто был где-то. Я понимаю, что здесь у нас 4 генерала, и мы говорим о силовых структурах все время. Но, извините, президент страны должен решать и другие вопросы, не силового характера, так скажем. Да? И поэтому мы не говорим об экономическом развитии, конечно. Но если только 2 слова, Леонид Юрьевич, я понимаю ваши стихи, и вам есть что сказать. Порядок важнее, чем остальные вопросы запускать. Все вместе, Мираб Борисович, и порядок, и социально-экономическое развитие, и здравоохранение. Мы в состоянии закрыть доступ наркотиков, бороться с распространителями. А те люди, которые заболели, они больные люди. Государство должно создать элементарные условия для лечения. Я мою бытность помню и знаю цифры, сколько людей в разных городах Российской Федерации лечились. Почему? Элементарные вещи, они наши граждане. Мы не создаем здесь, мы это создадим. 50-60 мест профилактории построить, наркодиспансер, неужели мы не в состоянии? А люди, родственники, это несчастные люди, когда человек заболел, пораженный, его надо лечить. Я это хотел сказать. Остальное, завоз, распространение, и есть у нас, вы знаете, в структурах, в государственных структурах, я не скрываю, говорю, плантации и так далее, у нас многие погибли, и известные люди из-за этого. Поэтому это надо все пресекать. Чтобы бороться с наркоманией, создавать специальные учреждения, нужны финансы. А вот как их заработать? Вот на эту тему я хочу перейти, если вы не возражаете. Какие бюджетообразующие отрасли вы считаете приоритетными для Абхазии и как их сделать успешными? Немного об экономике. Может быть, как традиционно уже сложилось, я все-таки начну, а потом уже каждый разовьет свои мысли. Но, наверное, самое главное достояние для маленькой Абхазии – это то, что мы являемся уникальной природно-климатической страной. И не использовать этот фактор, наверное, было бы неправильно. И на основе вот этого
фактора нам нужно строить именно направление, которое называется туризмом. На его основе выстраивать можно потом уже последующие направления деятельности. То есть понятие мультипликативного эффекта сыграет и здесь тоже. Если будет развиваться как раз-таки туристическая сфера, дальше можно развивать и аграрный сектор, транспортную инфраструктуру, о которых много говорится, но мало что сделано до сегодняшнего дня. Это вопросы морских наших ворот, вопросы, связанные с аэропортом, железной дорогой, нового пути, связывающего с Северным Кавказом, и вопросы энергетики, которые достаточно для нас интересны. Мы богаты водными ресурсами, которые действительно далеко нас отличают от других окружающих наших соседей. Все это в комплексе создаст условия развития нашей экономической составляющей. При тех условиях, о которых мы говорили ранее, создание необходимых работ по минимизации коррупционных схем. Жизнь-то показала, что за последние годы при всех тех возможностях, которые были предоставлены Российской Федерацией, значительное количество денег ушло на сторону. И мы в нарушении существующего указа об обороте денежных средств, нарушая финансовую дисциплину, очень нерачительно, будем говорить мягко, растранжирили эти возможности. Можно посмотреть по отдельным бумагам, которые остались после ухода президента и которые попали к нам в руки, как эти средства, предназначенные для тех или иных структур, выбирались определенными организациями. Мы знаем, что по статье только 1 могут выводиться деньги на получение заработной платы наличными. А по некоторым нашим объектам деньги выводились в огромных суммах, соразмерно практически наполовину бюджета этих организаций. Выводились наличными. Деньги уходили в офшорные зоны. Деньги бездумно тратились в нашей маленькой стране. Поэтому сегодня удивительно, что страна, которая получила 30 миллиардов практически финансовой помощи, задолжала той же стране, откуда мы получали эти деньги, 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Мы практически в следующем году уже будем в состоянии дефолта. Внутри мы должны порядка 820 миллионов. Меня удивляет, я думаю, я никого не обижу, в наших структурах, тех же специальных структурах, правоохранительных структурах, есть соответствующие подразделения. Особенно в нашем подразделении о службе безопасности речь идет. Служба, которая имеет отдел экономической безопасности. Неужели это не было видно, что значительное количество денег ушло на сторону? Ушло, в действительности ушло. Вот вам доказательство того, как мы строили эти объекты. Южная строительная компания. При том, что 2 миллиарда денег было потрачено на железную дорогу, здесь только, по этой бумаге видно, что только за период с 2012 года по 2014 год порядка более 100 миллионов ушло на так называемую реконструкцию железной дороги. Каким образом? Мы еще дополнительно выделяли эти деньги. 40 миллионов, 26 миллионов. И таких цифр, которые свидетельствуют об этих нарушениях, предостаточно. Как деньги направлялись по тем или иным организациям. Мы никогда с вами экономику не изменим, если будем таким образом транжирить. И при этом, уважаемый Аслан Георгиевич, наши структуры должны быть нацелены. Наши структуры должны быть направлены на то, чтобы глава государства знал бы, что эти нарушения имеют место. Это вопросы безопасности нашего государства. Это задачи именно структуры, которой вы руководите. И если такого рода имели нарушения, каким образом глава государства продолжал их нарушать, или сам нарушал, или вы ему не докладывали об этом. Поэтому, наверное, стоит задача в первую очередь
минимизировать количество этих преступлений для того, чтобы экономическая составляющая менялась бы в лучшую сторону. Я думаю, Руслан Георгиевич будет отвечать. Да, вопрос. На какой из вопросов отвечать? На ваш или на вопрос Равля Джумковича? Уважаемый можете Равль Джумкович, оппонировать. начну с тех вопросов, которые вы подняли, адресовали службе. Вот вы сказали, что вы принесли документ, в соответствии с которым у вас есть документы, в которых изложены или видны признаки состава преступления в действиях бывшего руководства? Если такие документы есть, то возбуждены дела или нет? Мне об этом ничего не известно, откровенно говоря. Поэтому, если вы упомянули термин «преступление», то за этим должны стоять определенные документы. Да? Какие-то дела должны быть возбуждены, значит, в последнее время по нецелевому использованию или по воровству, похищению и так далее. Теперь, что касается экономики, с этого мы начали, да, какие меры мы должны предпринять, какая у нас должна быть экономика. Значит, тут, безусловно, надо сохранить нашу уникальную экологическую систему. Вот в этом смысле мы являемся, пожалуй, единственной страной в мире, которая наделена таким количеством богатств. Безусловно, мы должны создать условия, при которых к нам в страну придут инвестиции. Нам инвестор нужен, и соответствующий пакет документов должен быть принят. Инвестиции должны пойти во все, без исключения, отрасли, прежде всего в такие отрасли, которые для нас являются традиционными, как туризм. Старшее поколение помнит, когда к нам приезжали отдыхать круглый год. Мы должны восстановить и рекреационные возможности нашей страны. Мы должны развивать такое направление туризма, как экологический туризм, этнотуризм. Я неоднократно об этом говорил. У нас большое количество памятников архитектуры, памятников христианства, вот, паломнические маршруты. У нас, к сожалению, в горах нет ни одного отеля или ни одной гостиницы. У нас не развит горнолыжный туризм. Это наш потенциал. Надо нам все взвесить, и опять-таки с сохранением очень серьезным, значит, учетом экологических мер безопасности мы должны это направление туризма развивать. Это, на мой взгляд, одно из самых приоритетных направлений развития нашей экономики. Ну, дальше это сельское хозяйство. Просто для того, чтобы сельское хозяйство у нас развивалось более динамично, мы должны оказывать соответствующую помощь нашим аграриям. То, что было сделано за последнее время, а кое-что было сделано, этого, безусловно, мало. Сейчас сложилась очень хорошая конъюнктура мировая. Вы знаете о том, что Россия ввела санкции против многих государств, которые, значит, как ответная мера, и мы имеем возможность этим воспользоваться, производить сельхозпродукцию и все это вывозить на российские рынки. Нам необходимо создать условия, при которых наши аграрии будут получать дешевые и длинные деньги. Наверное, очень важно, чтобы наши аграрии имели возможность получения оборудования, механизмов в лизинг. Видимо, надо будет восстановить, скорее всего, это придется сделать, сеть заготовительных контор и так далее. То есть туризм, сельское хозяйство, значит, вот эти вот направления должны быть, на мой взгляд, приоритетными. Ну и мы все об этом говорили, я часто об этом говорю. Наш транзитный потенциал, он должен быть реализован в полной мере. В настоящее время он не работает. Вот, что касается, в частности, Сухумского аэропорта, он должен функционировать. Я говорил об этом в прошлом году, была встреча, значит, президента Путина с президентом Анклаб в Пицунде. И как раз-таки вот этот вопрос поднимался. Мне, откровенно говоря, непонятно, почему этот вопрос не был решен. Справедливости ради надо сказать, что в начале этого года приезжала группа специалистов из Минтранса, и такие сроки были оговорены, как 2015 год. Я считаю очень важным, необходимым запустить аэропорт в 2015 году. Понятное дело, что на первых этапах мы можем летать только в Россию, но это нужно сделать. И другие транзитные возможности. Ну, тут говорили о гидроэнергетике и о других отраслях, которые, на мой взгляд, могут быть очень серьезным подспорьем, серьезным направлением в развитии наших экономических проектов. Ну, вот так вот Я коротко, поняла. если об этом Ладно, говорить. если можно, Да, все-таки мы завершим, все-таки это реплика между нами. Что касается вот все-таки вот этих вопросов, связанных с нарушениями в использовании финансовых средств. Ну, вопрос о преступлении или не преступлении, я думаю,
как и юрист, и ты это хорошо понимаешь, квалифицировать это могут уже совершенно другие структуры. И они, если получат эти материалы, они поставят это преступление или не преступление на повестку дня. Что касается вот именно вашей структуры, там, где я работал, зная о том, что есть отдел экономической безопасности, я думаю, что прекрасно все понимают, что информация по использованию этих средств должна накапливаться в соответствующем подразделении. Если эта информация идет, то вот такое огромное количество средств, которые перенаправляются на те или иные объекты, тогда, когда мы видим, что объект, который ремонтировался с помощью Российской Федерации в 2 миллиарда рублей кредита полученных, спрашивается, почему? У вас не возникало вопроса, почему огромные суммы денег из тех же наших бюджетных возможностей перенаправлялись на якобы ремонт железной дороги? Я прямо по датам могу назвать. 40 миллионов, 10 миллионов. И все это показано как ремонт и реконструкция железной дороги. Я разговаривал с руководителем железной дороги. Он понятия не имеет, о чем идет речь. Но я думаю, что служба должна получать такую информацию. Значит, служба такую информацию, если она имеет место быть, должна получать. Значит, объекты, которые строились, мы сопровождали по некоторым объектам оперативное, значит, сопровождение было. Проезжала счетная палата, есть заключение. Значит, в действиях властей Абхазии на этот период нами не обнаружено признаков состава преступления. Тот документ, который вы сейчас держите, это список, да? Вы покажите, сегодня служба работает Генеральная прокуратура, направьте им платежные поручения, которые были конкретные документы, и давайте на основании конкретных документов делать вывод. Документ должен иметь соответствующие реквизиты, правильно? А я пока документов не вижу. Я думаю, что во время событий мая 27 числа мы озвучивали о тех процессах, которые были в нашей республике. Там даже есть реквизиты, связанные с тем, что у вас не возникло в самих интереса по поводу озвученных процессов переправки денег в офшорные зоны. Значит, документы, пожалуйста, будьте добры, предоставьте. У меня таких документов нет. Если вы хотите, чтобы мы говорили предметно... Документы переправлены в прокуратуру. Ну, хорошо. Когда переправлены? Сразу после всех этих наших процессов. Мне такие документы ко мне не приходят. Я думаю, что служба должна была бы заинтересоваться этими вопросами. Служба, вне всякого сомнения, заинтересовалась. Я бы не хотел употреблять такие термины, как перекачка. Вы документ пришлите, пожалуйста, покажите, и потом будем говорить. Мы по документу будем работать. По заявительским материалам готовы работать. Ясно. У нас там есть традиции определенные, которые были заложены прежними руководителями, в том числе и вами. Коллектив остался тот же самый. И он готов на эти вещи реагировать. Проблем нет. Есть документы? Пожалуйста, предоставьте. Я имею в виду оперативную работу, которая должна... Оперативные документы, которыми мы располагаем, недостаточны для того, чтобы возбуждать какие-то дела. Все мы понятно. пока признаков состава преступления в этом не обнаружили. Если они есть у вас, будем вам благодарны, Рауль Жумкович. Просил бы переслать. Понятно. Другие кандидаты, подключать к разговору. Тогда небольшой экскурс, говоря об экономике, да. Вот по поводу сельского хозяйства, мне кажется, очень интересная тема, что воспользоваться сейчас моментом, что происходит в геополитике, чтобы мы могли поставлять в Россию свои сельхозпродукты. Вот конкретно какие сельхозпродукты? Мы же сами покупаем у Краснодарского края фасоль и кукурузу. Вот, может, это вы вторым вопросом пустили. Первое, мы же должны поднять экономику, да? Но я несколько слов хочу в этом плане сказать, продолжить разговор коллег моих. В прошлом году 9 миллиардов бюджет страны был. В этом году 5 миллиардов. Не 9, не 5, а у нас 5 раз больше бюджет страны должен быть. Это первое. Второе. Насчет открытия границы ПСОВ. Насчет железной дороги. Насчет дороги, связывающей Северный Кавказ, не только Северокавказские республики, там Азербайджан, там Казахстан, там Узбекистан. Эти проекты есть давно. Они получают выход на море. Вы представляете, какой грузооборот при создании морских портов, контейнерных перевозок. И здесь это все, особенно вот тот регион, через Кадорское ущелье эта дорога пройдет, тут железная дорога, тут аэропорт заработал, тут ПСОВ.
граница открывается при усилении ингурского направления, там переходы различные построены, они должны быть все закрыты. Мы уже об этом говорили. Там один переход, кому положено, они получают пропуска туда и обратно. Мы не можем лишать, государство не может лишать общаться со своими родственниками. Но говоря о таких проектах, которые на усту у каждого из нас, это разработано, они начаты и давно. Вот это все надо брать и делать, и поднимать экономику, и потом пойдут инвестиции, потом пойдут деньги, и мы все это направим уже на поднятие жизненного уровня села, деревни. Туда надо вкладывать не 50 миллионов, как это было, а 200, 300 и более. Потому что если мы не поднимем жизненный уровень, дороги, водоснабжение, электроснабжение, школы, сады, и так, рабочие места, фермы, чайная отрасль, табачная, кто хочет заниматься, это все надо вкладывать. А чтобы туда вкладывать, у нас, показывая 5 миллиардов или 9 миллиардов, мы так экономику не поднимем. И самое главное, как Мераб Борисович сказал, вот имея все это, преломляя к нашей стране на небольшой территории, мы в Черноморском бассейне не участвуем во всех вот этих процессах. Вы видите санкции какие по отношению к России. Россия сегодня заключает вот в нашем бассейне с Турецкой республикой. То есть мы, вкладывая в сельское хозяйство, да, поднимая эту отрасль, как вы говорите, мы можем выращивать различные культуры, зелень, помидоры, огурцы, сельскохозяйственную продукцию, конкурентную, способную, и Россия способна, и Россия хочет. Ну, хотя бы свой покупать. рынок покрыть. Мы не можем Когда мы свой будем, рынок как покрыть. говорится, Да. сельское хозяйство Да. обеспечивать по остаточному принципу, у нас никогда развития в сельском хозяйстве, в аграрном секторе не будет. То, что Леонид Юрьевич сказал, как раз таки вот это то, что практически имеет место. Сельское хозяйство за последние годы практически получает из бюджета республики не более почти 57 миллионов рублей. Тогда как, мы часто это говорим, не для того, чтобы показать, насколько система сама государственного управления, чиновничий аппарат, получает порядка 400 миллионов рублей ежегодных. На содержание, как говорится, охраны президента выделяется 96 миллионов. На содержание, как говорится, так называемого счета президента ежегодно выделяется порядка 100 миллионов, которые он каждый год переходил за рамки имеющихся вот этих сумм. Это в 2-3 раза больше. Вот если мы по этому пути пойдем, у нас никакого сельского хозяйства не будет. Сельское Давайте не хозяйство пойдем, требуется- пойдем тогда по другому Вот пути. надо совершенно по-другому обеспечить возможности совершенно другого порядка. Все это должно сопровождаться наведением порядка, дисциплины. У нас нету статистики полной. И, естественно, реформы. Проводя все это в комплексе, привлекая, инвестор не придет, где нет порядка, где нет дисциплины. И вот тогда все это вот так складывая, и мы, поднимая экономику, инвестируя, будем идти вперед. Самое главное, люди должны чувствовать себя в комфорте, безопасности. Комфортно должны себя чувствовать в стране, в республике. Ну, а курортной сфере говоря, вы посмотрите, в прошлом году сколько отдыхающих было, в этом году. Ну, и что мы делаем с нашими гостями? Они не уверены. Они завтра не приедут к нам, потому что мы, начиная с границы, мы их обкрадываем, обворовываем. В любое место заходя, можно же элементарно плату минимальную внес, 100 рублей, 150, я так образно говорю, чтобы он мог посетить за 20 дней, за месяц Пицунду, пещерный комплекс, наши достопримечательности, чтобы он один раз внес взнос, и он больше денег оставит, поднимаясь, довольствуясь, любуясь нашей природой. То есть мы сами создаем иногда проблемы. Все понятно. Мераб Борисович, вот другие кандидаты считают, что у нас есть ресурсы, только надо их правильно использовать, чтобы поднять экономику, чтобы жизнь в нашей стране стала лучше. Да, конечно, несомненно, то, что здесь Леонид Юрьевич сказали остальные. У нас есть ресурс, да. У нас, конечно, в советское время весь ресурс, то, что в Абхазии, как бы, даже и Грузии обеспечили, отсюда деньги отправляли за счет того, что туризм. Туризм в то время был развит, а, конечно, тогда не было заграничных таких открытых границ, куда бы все шли сюда, и руководство всех государств, республик, говорить, все находились здесь. Но опять же, я согласен с теми, ну, можно инвестора привести. Конечно, инвестора, если приведем,
И здесь только начинает работать, если мы будем ставить ему условия, проценты, которые там, и начинаем его бить, потом ущемлять, потом выгонять, если. О чем говорит об инвесторах, если мы, честно говоря, вот то, что вопрос безопасности, все зависит от порядка, то, что, конечно, здесь кое-кому может неприятно это. Я еще раз говорю, касающийся Министерства обороны, мы делали все имеется в виду, по Кудорскому ущелью, по Гальскому, у нас вопросов нет, а вот вопрос есть другим службам. Вопрос есть, конечно, потому что это их работа была. Даже если безопасность не будет, имеется в виду, порядка не будет в Абхазии, если мы не можем защитить русское население, ущемляем, если армянское население и другие вопросы, понимаешь, надо это все это. Настрой должен быть людей, чтобы работать. Работать, и государство должно кредиты. Как бы я сейчас не буду повторяться, потому что многие потерялись уже. Ну, тогда я задам другой вопрос о ценностях и о духовности нашего общества. Вот так сложилось, что человек может нигде не работать, но может себе позволить дорогой автомобиль в Абхазии, потому как обладание дорогим автомобилем в нашем обществе повышает статус. Если ты критикуешь другого человека, при этом не преуспел, например, в своей профессии, поощряется, значит, ты умный. Если ты представляешь из себя антисоциальный элемент или употребляешь наркотики, ты авторитет и так далее. Может, нам необходима переоценка ценностей, чтобы возродить здоровое общество? И как это сделать? Почему такая тишина? Я думаю, что многое, что нужно сделать. Нужно понять, где мы живем и ради чего мы вообще живем. Если мы будем продолжать в том же режиме все это принимать и осваивать, тогда ничего в нашей жизни не изменится. Оценка вот того состояния, в котором мы находимся, вот те будут переосмысления. Вот тогда многое из того, что мы сегодня имеем в качестве негатива, я думаю, что совершенно по-другому изменится. И на то как раз-таки вот здесь мы, те, кто сидим здесь вчетвером, пытаемся донести до наших людей, что ситуация требует перемен. А какие перемены мы предлагаем? Я думаю, что те, кто ездил по всем нашим селам и городам и весям, как раз-таки пытались донести, что вот это то, что необходимо сделать. Насколько нас правильно понимали люди, покажут события 24 августа, сам выборный процесс. А то, что нужно переоценить, все то, что было сделано, осмыслить и совершенно по-другому подходить, это факт, и от этого никуда не денешься. Анна, вы, если вам не сложно, повторите вопрос, Но пожалуйста. я имела в виду, вот какие ценности, должны быть, наверное, новые Духовные вы ценности, и имеете в духовные виду, да, ценности, понятно. на кого там равняться, Вот, например, чтобы... да, ну, все, да. вы поняли вопрос. Ну, изменилась формация общественно-политическая, мы росли на определенных ценностях, но самое главное и непроходящие ценности – это ценности, связанные с нашим Апсвара. Эти ценности необходимо сохранить. Понятно, что к нам идут такими серьезными рядами представители разных культур, разных ценностей, границы открываются, мир становится более открытым, но нам в этом мире нельзя ни в коем случае терять свое лицо. Поэтому, опять-таки, упор нужно сделать на возрождение наших традиций хороших, которые мы забыли. Мы должны эти традиции холить или лелеять, мы должны изыскать средства для того, чтобы нашу идентичность, нашу культуру знали другие народы. Мы являемся в этом смысле уникальной страной. Очень много удалось сохранить, и нам нужно в этом плане работать. Ничего переоценивать по большому счету не нужно. Ценности, они давно известны, они прописаны в Библии, они прописаны в нашем кодексе моральном абхазском, и этих ценностей необходимо придерживаться. Сложно, не всем это удастся сделать, но другого пути нет. Согласитесь с тем, что нужно что-то и переосмыслить. Смотря в чем? В том же даже в том, что мы называем, когда говорим о ложном представлении об Апсвара. Апсвара в том понимании, в каком его некоторые представляют. Кстати говоря, очень интересный вопрос, требует отдельного обсуждения, потому что многие толкуют Апсвара по-своему. Да. Вот. И нам в известной степени, может быть, надо будет кодифицировать, вообще внести определенные термины и толкования, о чем идет речь.
какой поступок соответствует этим нормам, какой идет вразрез. Но в этом плане работать надо. Кстати, только в устном понимании мы говорим об Апсуара. Нигде-то ничего не К зафиксировано. сожалению, Ну, нигде, да. Апсура дарадзира свина халат шажет, а хапсуа цаслах хахнухм гол. Ай башрин нркна и яхаужранцик. Илкау. Несколько слов тоже хотел бы сказать. Ну, это, конечно, больная тема наша, но надо исходить из реалий. Мы последние 9-10 лет, вот, совет старейшин, старшие, младшие, Апсура, Хацфизо, это люди целенаправленно. Я вот это просто ощутил. Вот когда вот, посмотрел назад, это целенаправленно все делалось. Я вот недавно, находясь с нашей командой на Северном Кавказе, в Турецкой Республике, вот все, что мы утеряли, да, я извиняюсь за такое слово, вот это все там сохранили. Отношения, взаимоотношения, как они себя ведут, уважение, как они, вот, все это осталось, все это сохранилось. Даже совет старейшин, вот я в Турции, наша диаспора, когда посещали, сейчас недавно, даже совет старейшин, что выносит решение, суд Турции практически не пересматривают. Немного на каком, да, на каком они авторитете там. Поэтому, а вот что вы сказали, нам очень много надо переосмыслить, вам многое нам надо вернуть, это и легко, и тяжело, но а нам без этого не обойтись. Вы просто посмотрите, элементарно, в автобус зайдешь, кто кому уступает. Или в других местах, в общественных. Вы посмотрите, как родители, отец с сыном разговаривают. Ну, это неприятно. Мы, к сожалению, говорю, мы это констатируем. Ну, а вот то, что вы сказали, машины... Но вот я это... имела в виду немножко, может, приоритетным сделать образование, иметь хорошую работу. В этом смысле, а не, скажем, там, иметь хорошую машину, и ты имеешь там какой-то авторитет в обществе. Вина вот по машинам и по одежде, конечно, это наша национальная особенность. Во-первых, на юге, на Кавказе, в Абхазии самое новое, самое, вот все, что входило в новшество, наши люди любили всегда иметь и одеваться, но мы другое, что потеряли, с сожалением же говорим, но это все можно вернуть, и надо возвращать. Но вот эта наша культура связана и с нашей безработицей. Вот молодежь у нас прекрасна, но более 75% безработицы. Человек, но мы говорим, ничем не занят. А где они в обществе, в государственном управлении? Нам надо это быстро создавать. А где культурные центры? Досуг где людям проводить? А кто преподает? А кто доводит через центральное телевидение? У нас масса ошибок. Нам надо это выстраивать. Это целая программа должна быть. Потому что государственная программа. И нам этому надо следовать. Знаете, даже элементарно. Вот война прошла недавно. Да? Мы иногда, сидя, поднимаем за погибших. Да, по-абхазски там... Но мне кажется, главное чтить память. Нет. Знаете, когда два человека сидят, слышат друг друга, это тоже спорный вопрос. Вот в Карабахе такая же война прошла. Когда о войнах, о защитниках, о тех людях, которые не дожили, это обсуждению не подлежит. Вот здесь старейшины нам не подсказали. Здесь государство, надо вмешиваться в эти дела. Просто вмешиваться не напрямую. Надо это все, это воспитание. Мираб Борисович говорил здесь, когда к могилам приходим, да, преклоняем свои колени, головы, ложим цветы, дань уважения отдаем. Это вот просто осознанно, полноценно, от души все должно идти. И мы это должны помнить. Прежде чем какие-то не такие простые, когда делаем не те шаги. Простите, а кто воспитывает старшее поколение своим примером младших? Вы знаете, очень много упущено. Очень много упущено, нам надо всем задуматься. И старшим, и младшим, а молодым мы должны это все показать. Мы не имеем права так разбрасываться теми ценностями, которые мы имеем. Вот я с сожалением говорю, мне приятно было увидеть на Северном Кавказе такое, на абхазском языке, как чисто говорят, какое уважение. В Турецкой Республике с диаспорой общаются. Это здорово, это приятно.
Но, наверное, люди, которые далеко от своей родины находятся, как-то у них все это чувство обостренное, но они это целенаправленно делают и прививают культуру к молодым. Я понимаю, режиссер дает знать, но что у нас 10 минут до завершения эфира. Мираб Борисович, вы по этой теме не высказывались. Высказывайтесь, Этой потом теме будем я бы завершать. сказал, но знаете, что здесь учить уму-разуму нам не надо, здесь сидящим, понимаете, мы в духе абсурда, мы показали себя и показываем себя. В духе патриотизма имеется в виду. Знаете, здесь учить патриотизм, здесь сидящие, я думаю, что не машина самое главное, не другие. Знаете, здесь можно и миллиарды иметь, можно и людей подкупить. Можно все сделать. Я еще раз говорю, но какой-то есть в душе, где что люди поймут рано или поздно и будут делать выводы. Мы приходили какими-то путями в областную, видите, в конце концов, что получилось. Так что, чтобы этого не получилось, все сидящие кандидаты мы должны от души. Я еще раз говорю, мне не хотелось бы повторения вот Рау Дюнговича, все сидящие, все, Аслан Георгиевич, повторение 27 мая. Я понимаю, там на одного человека вы списали, на Мираба Кишмар, я слышу это разговоры. Знаете что? Есть моменты, когда я спасал Абхазию неоднократно, вы прекрасно знаете. На себя брал. Владислав Григорьевич это в курсе. Сергей Васильевич, вы, наверное, не в курсе, Слава Георгиевич, потому что вы пришли на готовое в 2008 году, независимость, когда мы делали, мы прекрасно, давайте будем ценить друг друга, с уважением относиться. Есть люди, которые заслуживают большого внимания. Есть такие боевые друзья, которые, конечно, на вынуждены сидеть и на все могут пойти. Но рано или поздно она может выйти боком. Я хотел бы, в первую очередь, объединиться нам всем, кто есть кто, чтобы знали, чтобы не было, знаете, чтобы не было белых, красных, моих сторонников, где-то что-то, чтобы мы все объединились. Дело не в том, что там можно в машине, там абсурд, где-то. Все мы абсурд, которые за Абхазию голубым. Кто отдавать будет, а кто ноги даст, тоже прекрасно. Не надо нас шакалами называть, мы люди, понимаете, встильчивые, спокойные. Мираб Борисович, нас сейчас смотрят ваши избиратели. Я вас, нет, я не перебиваю, я хочу, чтобы мы... Я не боюсь, я просто хочу, чтобы вы поняли, что нас помнят, слушают телезрители. Я еще говорю, ты что-то беспокоишься. Надо нет, правду я не хочу, чтобы были оскорбления. Надо будет, у нас никто не отнимает. Это абхазское телевидение, от кого-то мы зависим. Что? Я понимаю, но нас смотрит многотысячная аудитория. Не, аудитория, понятно это все. Дайте нам договорить тоже постоянно. Вы что, боитесь? Что-то боитесь, что ли? Я вообще человек не... Ну, понятно, но сколько не ты говоришь, я еще раз ничего и говорю. никого. Я честно говорю, вот ты говоришь, время заканчивается. Мы для чего здесь собрались? Сказать друг другу и задать вопросы, кто есть что к чему. Я еще раз говорю, я не хотел бы иметь президента с подкупными этими. Вы для поняли, этого же есть суды. Дай мне сказать. Второе, силовым методом тоже не хотел бы. Я хотел бы президента, который поддерживает, говорили бы наш президент, и он мог бы говорить мой народ. А это может сказать только человек, который знает и ценит свой народ. Понимаете? А вот кого не будет ценить, это 24-го разберемся. В любом случае, мы должны делать выводы. И не совершить, опять же, такую же ошибку, которую в прошлый раз. Я так считаю, вот, я не знаю, к чему мы... Анна, можно я все-таки попытаюсь тоже вставить свое слово? Ну, сегодняшний формат – это впервые такой формат, который проводится в рамках абхазского телевидения. К сожалению, я думаю, что он не самым лучшим образом прошел. Осталось практически не очень большое количество времени. Это не в укор вам. Это впервые проводимая такая, вот, как говорится, работа в рамках политического процесса. Но, наверное, нам надо понять, что мы должны говорить друг с другом. Мы должны говорить о проблемах, которые стоят перед нами. Мы не должны бояться друг друга. Потому что мы, раз идем в главу государства, то мы должны услышать друг друга. Мы должны услышать мнение народа. И нас должен услышать народ. И ничего опасного в этом нет, если каждый из нас смог бы поговорить друг с другом на этой передаче. И если даже и будут жесткие позиции, в этом нет никакой опасности. За рамки этого эфира никто потом не должен, как говорится, выходить и махаться руками. В тех же Соединенных Штатах Америки, в других государствах эфиры, связанные с такой темой политической, проводятся очень достаточно жестко. Иногда даже летят и стаканы друг в друга. Но это жизнь, это нормальный процесс. Чего мы должны бояться? В маленьком обществе мы все друг про друга знаем. От того, что мы здесь будем молчать и ничего не говорить, то значит, это не значит, что все мы скрыли.
Я, видимо, неправильно все-таки себя объяснила, потому что я имела в виду не переходить на личностные здесь какие-то не о разговоры, личностных если идет дискуссия о программе Анна, и я так как раз далее. таки вот это говорил о том, понимаю. что критика не должна смешиваться с теми позициями, которые называются поливанием грязью. К сожалению, это имеет место, и мы видим те процессы, которые происходят. Я думаю, что Аслан Георгиевич не обидится, но мы же друг друга пытаемся все время цеплять. Мы знаем, что там происходят некие процессы, связанные с тем, чтобы завоевать голоса. Мы пытаемся написать это в соответствующие структуры, которые называются ЦИКом, прокуратуру. К сожалению, ответы, знаете, какие-то? Унижающие. Генеральная прокуратура не находит в этом, как говорится, нарушение закона. Строятся мосты, строятся какие-то объекты водопровода. И никакого отношения к этому ни один кандидат не имеет. Удивительным образом. Кто это делает? Власть бюджетных средств на это не имеет. Инопланетяне. В центре города, на площади возникает сооружение. Говорят, это делают сторонники одного кандидата, которые захотели построить и привлечь тем самым избирателей. Но это же не совсем правильная позиция. Мы должны об этом говорить открыто, не бояться друг друга. Мы говорить должны о том, что мы завтра здесь будем жить. Будем жить вместе все опять. Если я сегодня скрою свое отношение к этому, завтра меня будут опять очередной раз потыкать. Как говорится, я думаю, что, Аслан Георгиевич, у вас есть возможность вот сегодня сказать. Каждый из нас завтра какой результат будет иметь, никто не знает. И я, например, все эти годы и период войны никуда отсюда не уехал. И не собираюсь ниоткуда исчезать с этой территории. Будет трудно, будет плохо, будет хорошо, я со своим народом. Вот вы, после того, как проиграете, если, предположим, эти выборы, может и выиграете. Дальше что вы предполагаете делать? Значит, спасибо, Рауль Джунгович, за такой интересный вопрос. Спасибо за то, что вы моей персоне сегодня уделяете такое повышенное внимание. Вы основной мой оппонент. Да, Рауль Джунгович, правильно, Тоже неправильно, откровенно. у нас, я хотел бы, чтобы, да, правильно или неправильно, у нас определяют суды и Генеральная прокуратура. Я такими терминами специально не пользуюсь. Есть нарушения. Сегодня Генеральная прокуратура руководит человек безупречной репутации. Я так его знаю, вы его знаете. И я думаю, что он знает, как реагировать на какие-то нарушения, если они имели место быть. На уровне слухов я тоже о многом могу сказать. Не хотел бы на это тратить время. Вот, поэтому, если есть какие-то конкретные претензии, слухи, что ли, на самом деле? в этом должны разобраться Генеральная прокуратура. Есть Кто документы. Генеральная прокуратура? Кто разбирает? Мы-то говорили уже несколько раз, но никакого внимания в этом Я направлении. не могу Мы подменять эти- Генеральную да, я это скажу, прокуратуру. слушай, когда надо было говорить, я что-то не видно было. Дай Мне дали слово, я разговаривал. Я сейчас. еще говорю, что на уровне слухов мы здесь эти болтуни сидим, ничего не видим, не слышим, что ли? О чем ты говоришь? Не оскорбляйте нас. Ты один раз оскорбил, шакалами назвали, даже не защитил. Дорогой мой, все мы видим, все, не делай так, чтобы, ну, опять же, народ сталкивается. Делай так аккуратно, чтобы народ Хорошо. и своим трудом, своим авторитетом. Не надо здесь нас удержать. Деньги приходят, уходят. Подкуп тоже закончен. Постоянно ты не сможешь их накормить. И о чем я говорю это? Если факты нужны, мы и приведем. Каждый раз ты говоришь, если есть там какие-то это, если есть. Выборы закончатся, потом плевать тебе это, что там было, что было. Мы- Это, знаешь, так не разбираем. Мы говорим как патриоты Абхазии, как граждане Абхазии, хотим, чтобы не повторилось прошлое. О чем разговор идет. Подкупом повторится то же самое, кто бы ни пришел. Надо быть мужиком, человеком. Я еще раз говорю, президентом можно стать с своей стороны, но главкому тяжело, дорогой. Или ты собираешься там уволить всех старых силовиков и самому там кого бы что. Так не бывает. Так приведет, как на Украине. Так, чтобы этого не было. Правильно он говорит, правильно другие говорят. Мы все видим, мы несколько раз говорили. Я и говорил, и звонил тебе, не делай это, не подкупай. Знаете, не надо моих близких это. Я не хочу это сейчас об этом говорить. Я бы не хотел бы повторения прошлого. Чтобы этого не было, давайте честно. Еще раз говорю, шакалами никто не имеет права. Если даже кто-то сказал, надо было вам, дорогой наш, волков бояться вместе ходить, не говорит, а говорит, как вы разговариваете. А я ответил, хорошенько вы помните, не надо эти вещи делать.
Не надо нас шакалами называть. Мы и так потеряли все в этой жизни. И мы хотим новую жизнь. Порядочную жизнь. Вспомните, Арзу был Сергей Васильевич, третий президент, который действительно его ошибки где что-то. И жить дружно, дорогой мой. А подкупами кто занимается, прекрасно знаешь. Это можете Рауль Джунгу Чаймону. Я там, у меня тоже есть службы какие-то. Хотя вы за нами следите, мы тоже следим за кем тоже. Мы, почему это говорит Рауль Джунгу? Да, я скажу. Я еще раз говорю. Нам надо объединить народ. Если ты проиграешь, конечно, как специалист, ты востребован. Вопросы, если ты, конечно, там, опять же, не займешься своей комиссией. Я, если проиграю, я солдат своей роды. Не обязательно министр. Рауджим говорит, что кто бы ни был, здесь мы должны быть, показать народу, что кто бы ни проиграл, что мы все в команде, чтобы мы в глаза смотрели. Но ты понимаешь, подкупом выиграл, и я буду где-то что-то мне, знаешь, я не знаю, как вы, но нельзя этого делать. Мы должны от души друг друга. Народ от нас ждет объединения. Мы должны, кто бы ни выиграл, стать рядом, объединиться, любую должность, которая, конечно, соответствует, все, и все четвером поработать на благо Абхазии. Если один из нас будет в стороне, таким путем, если... Конечно, мы никогда не объединимся. Вот о чем вопрос. У меня будущее, дорогой, у меня дети здесь растут. У кого-то в Москве хорошая должность, у меня дети здесь... У меня нету. Все, что у меня есть, я уже один раз говорю, даже заголовок такой, все жены и дома типа здесь в Абхазии. Да, все так и должно быть. Потому что я патриот своей родины. У меня 2 детей, другие братья. Она знает, ее мужа это где-то. Ну, ты понимаешь, я бы хотел, чтобы ты выиграл честно, чтобы я честно мог рядом с тобой стать. Вот вопрос какой стоит. Если у тебя стоит вопрос, чтобы меня оттолкнуть или другого, конечно, это не получится, слушай. Друзья, Дорогие кандидаты, у нас время можно я тоже завершения. пару слов Я скажу? думаю, я правильно сказал. На самом деле, мы вот здесь четвером сидим, весь народ абхазский, многонациональный за нами следит. И вот на протяжении 1 месяца не хочется здесь вот сейчас втроем одно и то же, чтобы мы повторяли, да, Аслан Георгиевич. На самом деле, давайте, мы здесь родились и выросли. Мы все наше движение, как мы все это проводим, все это видно. Все видят. Поэтому, чтобы объединить людей, чтобы не было разногласий, мы же говорим последние выборы. Нам надо все это консолидировать, наше общество. Поэтому надо посмотреть за каждым, за своим поведением. И очень аккуратно, взвешенно. Люди на грани. Люди взвинченные. Люди по разные баррикады. Я извиняюсь, что так говорю. Так не должно. Давайте мы людей успокоим. Давайте своими движениями резкими все это остановим и честно подойдем к выборам. Все, что было, мы видим. Знаете, вот это поливать, политтехнологи российские, мы их всех уважаем. Вот полностью верить, доверять, Аслан Георгиевич, и идти по их подсказкам, ну, наверное, мы просто нас лбами хотят столкнуть. Я к этому не готов и призываю людей, и не хочу этого делать. Многое терпим, много не договариваем, но здесь мы честно должны договориться. Давайте прекращаем это дело, идем на выборы, дадим нашему народу сделать правильный выбор, пускай оценит ситуацию. Но вы понимаете, некрасиво, извини, друг мой. На бронированных машинах, от кого защищаемся? Если у тебя есть проблемы, скажи, мы как-то вместе, мы друзья. Я, клянусь, не хотел это говорить. Но какая необходимость вот так защищаться? Но если еще мы не избраны. Президент, 2-3 человека, 5 избраны, 3 машины. Но посмотри, это Абхазия. Я, честно тебе, как другу, хочу спросить, какая необходимость вот так ездить на бронированной машине? Мы уже одного имели. Но еле народ определился. Ну а какая необходимость, Аслан Георгиевич? Вот скажи мне просто. Не могу понять, мы генералы, нас люди знают. Если мы чего-то боимся, давай вместе, я готов поддержать в любом вопросе и как-то это решить. И что еще хотел сказать? Вот российская СМИ, Россия-24, вот здесь много вопросов задают на встречах. Сегодня в 3 местах мне это задали. Я хочу по гальскому вопросу насчет грузинской национальности сказать. Там прямо было передано, кстати, очень в хорошей форме нас с тобой показали там, если видео, но я говорил четко. В Гальском районе живут люди, которые живут, наши граждане. После выборов
Вот мои слова дословно. И это мое отношение. Я так думаю и буду делать в случае избрания. Эти люди, мы все это исследуем, проинвентаризируем, компетентная комиссия. Кому вид на жительство, кому гражданство, люди уже живут. Никто их не собирается выгонять. Никто ни у кого паспорта не собирается отбирать. Мы все равно с Нового года паспорта будут заменены. Те, кто имеют отношение к войне, вчера война прошла, те, конечно, на нашей территории не жили и не будут жить. Не надо наш народ баламутить, не надо в заблуждение вводить. Там один переход должен быть, там Ингурский мост есть, и все. И вся эта контрабанда, все движение должно быть остановлено. Вот что я сказал. А всех грузин на территорию Абхазии приглашать, ну кто такое может заявить? Я могу сказать такое, да? И кто мне такое право даст? Все переиначивать нельзя. Ну, так иногда они наши делают люди, не очень они порядочные должны журналисты. жить достойно, как и все граждане Абхазии. Вот что я хотел сказать. Все понятно. Вот, на самом деле нас торопят. Вы хотите сказать, Аслан Георгиевич? Ну, Эдуардович, спасибо за поддержку. Не, я на самом деле Я думал, что это мой частный вопрос, на какой машине я езжу. Это не думал, что это кому-то может мешать. Это не бюджетная машина, не государственная машина. Я езжу на частной машине. Она бронирована. Из каких соображений я это делаю, у меня есть на сей счет собственное мнение. Я не думаю, что кого-то таким образом я мог бы обидеть. Это обычная машина, по большому счету. Ну, Аслан Георгиевич, Да. я думаю, что мы все Это друг друга очень- знаем. Но та частная охрана тоже, Подожди. как говорится, Мы ваша такие личная дураки. охрана. Какая частная охрана? Ну, которую вы пригласили из России. Значит, по этому обеспечение поводу вашей этот вопрос безопасности. мне задавали несколько раз, я на него отвечал. Со мной ездят ребята, которые находятся в отпуске, абхазцы А офицеры. что, вам грозит какая-то опасность? Я сейчас отвечу. Вы задали мне вопрос, я могу ответить? Пожалуйста. Разрешите мне, пожалуйста, да? Значит, и мне помогают ребята, мои коллеги, друзья, консультируют, технические консультации оказывают, не более того. Есть определенные сигналы, в рамках которого, значит, я вынужден такие меры принять. Все. Кому я помешал таким образом, или кому я создал проблемы. Или вы думаете, что мне нравится ездить на кортежах? Я небольшой любитель кортежей. Слушайте сюда. Я такие вещи Аслан не Георгиевич, практиковал. Аслан Георгиевич, что за сигнал такой? Вот, например, вся Грузия мои враги. Я что, бронежилет и бронепоезд езжу, что ли? О чем вы говорите? Что? Если есть такие, есть МВД, есть охранники, которые отвечают. Заявите Генеральную прокуратуру, они разберутся с кем. Я уже заявил. Ну, заявил. Бронепоезд В ездит, начале, не надо. значит, предвыборной программы было... Я что сейчас, на чем ездить? Вся Грузия и там, они же могут тоже. У меня тоже, знаешь, не надо из себя, министр обороны, что они же председатель... Ни в коем случае. Вы можете ездить на машине, на которой вы считаете ездить. Это Мне ваше кажется, право. мы очень долго обсуждаем Да, этот это вопрос, вопрос, и да. можно после Если эфира... можно, я закончу все-таки. Да, пожалуйста, и давайте Я призываю завершим. вас всех тоже, вот здесь сидящих, и за нами за каждым из нас есть определенные силы. Вот то, что мы сейчас сегодня наговорили, в любом случае это будет будоражить определенным образом наших людей. Но мы... Ну, по-моему, все корректны были. Нет, но во всяком Мы случае... поможем, нет, если что, рядом станем. я еще раз говорю, мы должны, Нам выйдя... доверия нет, что Аслан Георгиевич, мне не доверяешь, что ли, не было? Мира Борисович, Если мы вы выйдем... рядом. Мира Людей Борисович, должны успокоить. мы, По-моему, выйдя так вопрос отсюда, совсем должны не сделать стоит. все для того, чтобы этот процесс, вот о котором мы здесь говорили, он должен закончиться Да. и не выходить за рамки этих дверей, этой вот телестудии. У нас жизнь продолжится, и я надеюсь на то, что, как сказал Мираб Борисович, нам нужно будет работать завтра вместе. Вместе с теми людьми, которых мы называем своими сторонниками, людьми, которые находятся в других политических лагерях. Мы должны их объединить. Мы говорить должны о национальном согласии, об объединении всех людей. Полностью. И тогда, я больше чем уверен, все проблемы будут У сняты. нас один народ Да. и одна И поэтому- страна и одна родина. У меня лично другой родины нет. А у У вас есть другая родина? И рухто рахтар. Ой, псас хрзнеет. Сазыразу хымпада, усадзаку. До дня выборов осталось 7 дней. У наших избирателей достаточно информации, чтобы сделать свой выбор. За сегодняшние дебаты хочу сказать кандидатам в президенты спасибо. На нас сейчас смотрит вся страна в ожидании важного дня в политической жизни нашего государства. Нам всем жить и строить вместе одну страну. Я уверена, цель каждой политической силы внести свой вклад и сделать нашу с вами жизнь лучше. Поэтому прошу кандидатов в завершение нашего эфира пожать друг другу руки.
не то, что пожму, не удастся. Нечестно было. Саргьы сейнралуп иахьа. Ҳтелехәаԥшцәа абриала ихыркәшоуп иахьатәи ҳефир абзиаразы. Здесь воду не наливать.